يتوب حشاس حوت شخايز حرا زلطشاجو يخوس وبيوك بانك أي حبتشا حرا حشقة هرزة حوريويت ناس يبحرس حبخيش تو ратификация زحن نايك شحات رورستولي حري أبري инвестиция проектука обсны рымёк гаразы езку. Уважаемые дамы и господа, наверное, начнем заседание расширенного комитета. Мы сегодня рассматриваем ваши обращения банкиров для последующего обсуждения проекта соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия. Ну, нам надо, да, поработать. Я очень сильно надеюсь на то, что у нас, как бы, да, образуется хорошая рабочая обстановка. Вопросы будем обсуждать в нормальной, спокойной атмосфере. Но я буду вести заседание. Если кто-то хочет высказаться, сделаем так, чтобы вот какого-то бурного, хаотичного обсуждения не было. Мы должны, да, вот, предметно поговорить, пообщаться, обсудить ситуацию, обсудить все, что прописано у нас в соглашении, которое касается банковской сферы. Депутаты, насколько я знаю, настроение депутатов, да, намерены очень плодотворно в этом плане поработать. Мы постараемся учесть все ваши обоснованные доводы, ну, по крайней мере, это все обсудим. Мы ознакомились с вашим обращением. Сегодня мы проводим заседание нашего бюджетного комитета. Я хотел бы в первую очередь предоставить слово председателю Национального банка для того, чтобы, ну, рассказать вкратце предысторию, да, соглашения, историю возникновения вот этого текста соглашения, в котором, значит, предусматриваются функции банковской сферы. Пожалуйста, Беслан Владиславович. Вопрос, который обсуждается сегодня, вызывает обеспокоенность, в первую очередь, банковской системы, но смысл в чем заключается, что Национальный банк в первую очередь, когда прорабатывал вопросы соглашений, когда видел проект этого соглашения, безусловно, как и должен был, думает о банковской системе Абхазии с тем, чтобы любые соглашения, которые будут подписаны, не навредили нашей системе, не представляли угрозу для наших коммерческих банков. Изначально предложение выглядело следующим образом, что в соответствии с соглашением в Абхазии могут быть созданы филиалы российских коммерческих банков, ну не только коммерческих банков на территории Абхазии. Конечно же, мы, как Национальный банк, очень остро отреагировали, потому что мы понимали, что филиал – это дополнительная конкуренция, в результате которой наши банки могут пострадать. И тогда, проработав этот документ, кстати, общаясь со многими представителями коммерческих банков, что надо тоже отметить, рассказывая о том, что там предлагается, разрабатывая схему, мы предложили такую версию, то есть условно на временный срок, на период действия соглашения, позволить открыть филиал, но от него остается только название, потому что он, по сути, не находится в банковском поле Абхазии. Это, по сути, точка входа денег в нашу страну. Этот условный, в кавычках назовем, филиал не имеет права иметь счета в коммерческих банках Абхазии и наоборот, не имеет права обслуживать ни юрлиц, ни физлиц, ни контрагентов и инвестора, а только имеет право открыть временный счет для инвестора на период стройки. И с момента запуска инвестпроекта, даже не дожидаясь прибыли, инвестор обязан закрыть счет в этом филиале и открыть счет в одном из коммерческих банков. Более того, мы в соответствии с этим проектом запретили этому филиалу, значит, открывать счета в наших коммерческих банках, и любые платежи для клиентов, для контрагентов этого инвестора, они будут проходить через Национальный банк на счета клиентов коммерческих банков Абхазии.
По сути, деньги, которые поступают в филиал, они находятся в российском банке, потому что это филиал российский банк. Можно по-другому сказать, что они еще в Абхазию не пришли. И получается, что для нашей банковской системы деньги приходят также через Национальный банк. То есть для коммерческих банков, для их клиентов деньги приходят через Национальный банк и потом уже попадают на корсчета. И, в принципе, коммерческий банк даже и их клиенты видеть не будут, они из Москвы напрямую пришли, либо через этот филиал. То есть такая обрубленная структура, при которой нету никаких контактов, конкуренции и рисков для нашей банковской системы. Честно говоря, когда мы предложили такую схему, мы были уверены, что от нее откажутся, потому что непонятно, что это за структура. Название остается, филиал, а заниматься банковской деятельностью он, как обычный филиал, не может. Другое дело, что сегодня хочу сказать, что в нашем существующем законодательстве уже без каких-либо соглашений любой российский коммерческий банк может открывать свою дочку в Абхазии. То есть, по большому счету, никакого соглашения не нужно. Мы, кстати, считали сегодня, перед тем, как сюда прийти, квоту. Есть закон о квотах участия иностранного капитала в банковской системе. Если вы знаете, в прошлом году Банк Абхазии поднял требования для иностранного капитала, для банков с иностранным капиталом. То есть для открытия дочернего банка в Абхазии нужно 450 миллионов рублей уставный капитал. То есть, по сути, сегодня при существующей квоте один банк российский, если вдруг изъявит желание открыть здесь дочернюю структуру, он может это сделать и уместиться в квоту. И эта картина, конечно, намного, в 1000 раз более опаснее для наших коммерческих банков, нежели вот эта урезанная схема, при которой мы не даем шансов условному, так скажем, филиалу соприкасаться с нашими банками, с нашими банками. В этом филиале, естественно, он не может ни кредитовать, ни обслуживать физлиц, ни юрлиц, ни контрагентов, никого. Как вы прокомментируете те опасения, которые написали в своем обращении руководители банков? Опасения, безусловно, понятны, и мы в первую очередь об этом думаем. До того, как банки нам писали это письмо, когда мы участвовали в разработке этого пункта, безусловно, мы об этом думали. Именно поэтому мы не согласились на то, чтобы в Абхазии открывался полноценный филиал, потому что это может привести к тому, о чем пишут банки, что это будет конкуренция, и наши банки могут не выдержать. Именно понимая все это, мы в соглашении заложили такую урезанную схему, при которой от филиала остается только название, по сути. А вот то, что написано в письме, что может быть дальше, да, изменится соглашение и так далее, конечно, Национальный банк не может сказать, что может быть дальше, но это в любом случае, если какие-то изменения будут, опять же будут встречи, опять же будут ратифицироваться в парламенте. Как бы вот так вот, да, позиция. Вы можете лишить их, как его, лицензии? Да, лицензии. Да, конечно. Написано, что это временный филиал, открывается на временный срок. Нарушение может быть законодательства. Нарушение законодательства. Вы можете, как его, лицензию лишить? Если будут нарушения. Где прописано в соглашении? Но в любом случае есть законодательство республики. Нет, подождите. Вот вы сами сказали, что по законодательству они имеют право это делать. Какие тогда проблемы? Зачем мы это в соглашение закладываем, если есть такие нормы законодательства? В законодательстве, еще раз повторюсь, есть право банка иностранного открыть в Абхазию дочернюю структуру. Я конкретно вам Даже? задаю. Тогда какие проблемы? Если есть по законодательству, почему они не воспользуются законодательством, не открывают по соответствии с законодательством Республики Абхазия банковской деятельности? На встрече этот вопрос обсуждался, когда мы им предлагали разные варианты, для чего нужно изобретать велосипед, когда у нас законодательство и позволяет, в принципе, это делать. Я пытаюсь ответить на вопрос. Конечно же, на встрече, когда этот вопрос поднимался, что было требование, пожелание российской стороны открыть полноценный филиал, когда мы говорили, что это невозможно сделать, потому что возникают риски, мы им разные варианты предложили в соответствии с законодательством, как иностранный банк может открыть и дочку, и там участвовать в совместных банках и так далее. Они говорили о том, что есть требования самих кредиторов к инвестору. В смысле?
То есть инвестор, который вкладывает деньги, он это делает не на свои деньги. Есть российские банки, которые должны контролировать инвестора. Речь идет о больших суммах. Не, вы уходите. Нет, я не ухожу, я пытаюсь ответить. Возможность законодательства Абхазии дает возможность открыть банк. Какие проблемы, почему они не открывают? Значит, еще какая ситуация, объясню. Потому что банк, значит, который открывает российский банк, он же не может открыть филиал, открыть банк только для вот этих операций. Ему вообще Абхазия интересна как бизнес, иначе бы они уже давно открыли бы этот банк. Речь идет о том, что они обслуживают только одного вот этого клиента-инвестора или двух. Потому что открытие дочки в Абхазии, открытие банка предполагает полноценную работу. Что они хотят открыть? Для контроля денег, который российский банк предоставляет инвестору в Как виде... называется, что они открывают? Филиал. Называется Банка? филиал российского Да, банка. вот теперь я еще раз вам вопрос задаю. По законодательству Абхазии. Если он в финансовом плане по законодательству, значит, денег предостаточно для того, чтобы работать как банк, вы можете его ограничивать? Сегодня мы не можем ограничить, но в соглашении прописано, в соглашении, что Банк Абхазии для этого случая будет предоставлять ограниченную лицензию на проведение вот этих операций. Об этом идет речь. Именно люди пошли по пути соглашения, потому что так или иначе законодательство Абхазии здесь работать не будет. Я вот это Нет, хочу. не совсем так, я не скажу. Совсем именно вот так. Нет, потому Еще что... раз вам говорю. Мы, как законодатель, вот здесь сидящие, мы знаем, как это работает. Любое, даже по гармонизации, законы, которые в абхазской стране принимаются, оно имеет право видоизменяться, вносить изменения в существующий закон, даже по линии гармонизации. Но это ж В парламент будет изменения соглашении принимать. все, что мы заложим, оно остается, я не знаю насколько, но это будет без изменений, в смысле, изменения в него уже никакие. Значит, еще раз говорю, в данном соглашении я никаких не вижу опасений. Речь идет о том, почему не вижу, еще раз объясняюсь, потому что никаких контактов у этого условного филиала, точки входа денег, с банковской системой не существует. Вообще никаких контактов. Это то же самое, что когда мы говорим, деньги пришли в Абхазию, если они пришли в филиал, они еще в Абхазию, по сути, не пришли, потому что филиал это российского банка, деньги еще в России находятся. А то, что касается контроля, именно поэтому в соглашении сказано, что любая копейка, которая будет заходить в Абхазию, она должна будет исключительно через Национальный банк попадать в коммерческие банки. Это вот заложено в контроле. И второй момент, то, что касается нормативных актов, в соглашении там прописано, что Банк Абхазии определяет нормативные акты, потому что это важнее было, прорабатывает эти условия. И еще раз повторюсь, самая главная мысль, как только инвестор, которого проконтролировал кредитор, ведь инвестор не на свои деньги это делает, для чего это все делается, чтобы кредитор мог видеть, куда инвестор девает деньги, и целевое назначение использования. Как только запускается проект, в соглашении тоже написано, что инвестор обязан закрыть счет в этом филиале. Коммерческий банк России убедился, что инвестор направил деньги на нужные цели. Запускается проект, и инвестор обязан закрыть счет в этом филиале и перейти в любой абхазский коммерческий банк, которому он доверяет и в котором готов обслуживаться. На стадии, когда он запускается, не дожидаясь окупаемости. Это сделано, еще раз повторюсь, почему позиция? Российским банкам нужен, они не то, что они доверяют, они хотят контролировать инвестора, действительно ли инвестор тратит эти деньги на те цели, которые обозначены, или он их вводит. Когда закрывается этот счет в этом филиале, да. Объект вводится в эксплуатацию, идет прибыль, да? Возвращение кредита это уже через абхазский коммерческий банк? Да, через абхазский идет, да. Инвестор возвращает там... Да, это уже через абхазский коммерческий банк возвращает. Значит, что хочу сказать, чтобы все правильно понимали, Банк Абхазии участвовал в соглашении, в разработке только в одной статье, касающейся Банка Абхазии и коммерческих банков. Все, что касается обязательства сторон, и банк за это не отвечает, потому что банк всего лишь расчетная единица.
Но мы на себя никакие обязательства, как Банк Абхазии, не берем. Вы же представляете Республику Абхазию, Банк Абхазии Республику? Представляет Республику Абхазия? Представляем, но дело в другом. Дело в том, что в соответствии с законом Банк Абхазии не несет ответственности по существующему законодательству. Банк Абхазии не несет ответственность по обязательствам государства, и государство не несет ответственности по обязательствам Банка Абхазии. Это разделенные ответственности. Вы говорите, здесь разделенная ответственность между правительством Абхазии, как подписанта главного, и вами, правильно? Да. Я еще раз говорю, подождите на секунду. Вот, понимаете же, у сильного всегда бессильный виноват. Найдется такой инвестор, да, не самый очень порядочный, там найдет причину, сделает виновной стороной абхазскую сторону. Кто деньги выплачивает? Вопрос в чем? Дело в том, что когда мы говорим, что банковская система Абхазии не несет ответственности за исполнение обязательств по инвестированию, речь идет о другом. Что банковская система Абхазии отвечает, естественно, за сохранность денег. Вот, грубо говоря, инвестор отправил деньги на счет в банке, и денег в банке не оказалось. Вот в этом случае, конечно, возникают вопросы к банку, куда делись деньги инвестора. Именно поэтому в соглашении, вот в редакции, которую мы видели, российская сторона захотела, мы понимаем эту позицию и поддержали. То есть речь о чем идет? О том, что тогда, когда это делалось, не было в законе нашем, в Гражданском кодексе понятия «акцептный счет». Сейчас уже этот термин есть, понятие это есть, и поэтому третий пункт, он не актуальный. Но несмотря на то, что он не актуальный, потому что в Гражданском кодексе есть, там оно может даже сохраниться, потому что о чем идет речь? Я как инвестор отправляю, я инвестор в этом филиале, условно, мне пришли деньги из Москвы, но я должен с подрядчиками рассчитаться. А я не имею права, как филиал, никого обслуживать в Абхазии. Мне надо дальше деньги отправлять подрядчику. А подрядчик обслуживается, например, в Гарант-банке, в Амро-банке, ну, неважно, в каком-то коммерческом банке. Через Национальный банк деньги приходят в коммерческий банк Абхазии. Да, мы видим, все видят через банк. Но дело в том, что подрядчик, который получил деньги от инвестора, может эти деньги отправить опять не по целевому назначению, а в какое-то другое место. И поэтому российская сторона попросила, чтобы у нас такого не было раньше, таких счетов акцептных. То есть в коммерческих банках открываются акцептные счета, куда приходят деньги от инвестора, в абхазские банки они приходят. Но абхазский банк не может по своему усмотрению, и тот, кто получил эти деньги, по своему усмотрению направить эти деньги в свои цели. И должен получить согласие инвестора именно по целевому назначению. Вот это и есть ответственность банка. В проекте межправ соглашения определены определенные обязательства абхазской стороны, которые вытекают из норм, предусмотренных здесь. Эти обязательства предусматривают в том числе предоставление там определенных режимов льготного налогообложения, а также гарантии стабильности, неизменения инвестиционного режима и условия в случае там, национализации, экспроприации и так далее. То, о чем говорит Кан Валерьевич, к примеру, абхазская сторона нарушила какое-то из своих обязательств. Что касается предоставления льгот, в данной ситуации, если межправ соглашения ратифицировано, то абхазская сторона не может отказаться от предоставления льгот. Поэтому здесь никаких угроз и рисков не несет абхазская сторона, потому что даже если будет меняться законодательство, инвестиционный режим сохраняется. По остальным обязательствам также. Но в случае, если речь будет идти об экспроприации или национализации, где четко описано, какие там требования при проведении таких процедур, понятно, что абхазская сторона, принимая такое решение, принимает на себя и финансовые обязательства. И если речь идет о национализации, условно говоря, собственности чужой, понятно, что эта собственность стоит денег. А об этом, конечно. Нет, здесь эти режимы все они отражены. И, Кан Валерьевич, вы должны внимательно изучить документ. Вы что, возмещение реального ущерба, причиненного физическому лицу, осуществляется абхазской стороной, производится в... Кан Валерьевич, Беслан Викторович задал мне совершенно другой вопрос. Он сказал, какие финансовые обязательства несет абхазская сторона в случае нарушения условий соглашения. На что я и ответила, что предусмотрено данным соглашением.
Вы говорите о возмещении реального ущерба по курсу валюты Российской Федерации или иностранной валюты. Вопрос касался конкретно финансовых обязательств. Так, уважаемые коллеги, на что хотела бы обратить внимание. Там определенную часть информации Беслан Владиславович предоставил для того, чтобы было понимание, как работали над проектом. Я хочу коснуться конкретных вещей, касаемо данного вопроса. Первое, на что хочу обратить внимание. Значит, действительно, законодательство Республики Абхазия в рамках квоты определяет возможность иностранной кредитной организации создать на территории Республики Абхазия дочернюю организацию, дочку. Это статья 18 Закона о банках и банковской деятельности. Статья 51 Закона о Банке Абхазии предусматривает, что Банк Абхазии выдает разрешение на создание кредитной организации с иностранными инвестициями и дочерних банков иностранных банков, а также осуществляет аккредитацию представительств кредитных организаций иностранных государств на территории Республики Абхазия. Это говорит о том, что сегодня любой российский банк может здесь открыть дочернюю организацию и получить полноценную, я подчеркиваю, получить полноценную лицензию на осуществление банковских операций. Это не организация с особым режимом, не организация с временным режимом и не организация с ограниченным набором функционала. Это полноценная кредитная организация, которая может наравне с любым коммерческим банком Республики Абхазия осуществлять свою деятельность на территории Республики Абхазия. В данном случае, да, в проекте соглашения, которое мы сегодня обсуждаем, речь идет о филиале, я прошу обратить внимание, о филиале Российской кредитной организации с государственным участием. Это значит, что мы допускаем возможность, что в целях реализации инвестиционных проектов, которые подпадают под действие данного соглашения, Российская кредитная организация только с государственным участием имеет право здесь зарегистрировать филиал с определенным набором функций, весьма ограниченным. Здесь в соглашении, в проекте соглашения предусматривается, что Банк Абхазии принимает нормативный акт о правовом положении и порядке функционирования филиала с особым режимом Российской кредитной организации на территории Республики Абхазия и устанавливает ограниченный перечень банковских операций, которые филиал с особым режимом кредитной организации вправе осуществлять на территории Республики Абхазия. Сразу хочу ответить на ваш вопрос, который вы адресовывали председателю Национального банка. Может ли Банк Абхазии лишить в данном случае такой филиал лицензии? Я сразу могу сказать, да, может, потому что если речь идет о нормативном акте, а уполномоченный в данном случае орган, который в банковской системе принимает соответствующие акты, это Национальный банк, и в случае, если филиалом нарушаются условия, которые предусмотрены в таком положении, это вытекает из норм юридического... Ну а как? Кан Валерьевич, если в инструкции... Минуту. Если в инструкции будет написано, что в данном случае филиал имеет право осуществлять только 2-3 функции, любая другая функция является нарушением. И в соответствии с законодательством Республики Абхазия, Банк Абхазии имеет право принять соответствующие санкции. Идем дальше. Да. Красиво говорить вы умеете, мы знаем. Давайте идем дальше. Да? Обоснованно, Кан Валерьевич. Теперь, давайте мы уважать друг друга будем. Вы нас зачем-то сюда позвали, наверное. Тогда я закончу. Дайте, позвольте, пожалуйста. Дальше, значит, здесь обращал внимание Беслан Владиславович, что эта процедура в данном случае касается периода деятельности юридического лица, который реализует инвестиционный проект, на инвестиционной фазе, то есть до ввода объекта в эксплуатацию. Как только объект вводится в эксплуатацию, юридическое лицо обязано работать в обычном режиме, открыв счета в коммерческих банках. Дальше. Самое главное, на что хочу обратить внимание, я прошу коллег, да, из банковской сферы тоже на это обратить внимание. В чем, в принципе, отличие? Почему вы, Кан Валерьевич, задавали вопрос Беслану Владиславовичу? Почему, если есть законодательство, которое разрешает открывать здесь дочку, зачем нужен филиал? Я объясню, в чем разница в данном случае. В
порядке регистрации это первое. Дочка регистрируется просто в Минюсте Абхазии, а филиал регистрируется в своей стране и в государстве функционирования. Соответственно, должен подлежать регистрации и прохождению аккредитации здесь. Далее, самое главное, в ответственности по обязательствам. Дочка отвечает только своим имуществом, а филиал не отвечает за последующие действия, за него отвечает головная организация, чьи интересы он представляет на территории другого государства. И третье – это финансирование. И это финансирование деятельности. Третье. Нет, я имею в виду, что если обязательства здесь возникли, филиал не отвечает, за него отвечает его головная организация. И я считаю... Это если филиал, ну, российская организация. А что в этом плохого, Кан Валерьевич? Кан Валерьевич, что если они зарегистрируют здесь дочку, и эта дочка отвечает по обязательствам только своим имуществом, а головная компания не несет ответственности, вы видите здесь риск меньше, чем если это будет филиал? Давайте... Кан Валерьевич, я вас не перебивала, будьте, найдите в себе силы меня выслушать. Дальше, третье, это финансирование деятельности, самой процедуры финансирования. Дочка, соответственно, ее финансирование обеспечивается вкладами в уставный капитал, займами от участников и финансовой помощью от участников. А филиал – это облегченный перевод денежных средств, которые могут переводиться от головной организации без ограничений и подготовки дополнительных подтверждающих документов. То же самое, соответственно, и в обратном направлении. Вот в чем самое главное отличие филиала от дочки. Чисто в функциональном плане для организации, которая может финансировать инвестиционный проект, порядок перевода платежей гораздо проще, чем делать это через дочку. Это чисто организационный вопрос. Теперь следующее, на что хочу обратить внимание. То, в принципе, Беслан Владиславович на это обращал внимание. Значит, там содержится в соглашении такая норма. Абхазская сторона обеспечивает юридическому лицу, реализующему инвестиционный проект, открытие в кредитных организациях Республики Абхазия срочных специальных счетов на период выплаты привлеченных юридическим лицом заемных средств. Это о чем говорит? То, на что обращал внимание депутат Гицба. То есть ввели объект в эксплуатацию, далее они открывают счета, которые должны контролироваться на период до возврата привлеченного займа. У нас сегодня идет обслуживание аэропорта нашего, правильно же? Так же, по-моему, происходит. Оно как происходит? Без этого соглашения? Есть какие-то нарекания вообще? С кем? Да, вы ответите, я знаю, мы уже с вами, в принципе, об этом говорили. Я что хочу сказать? Нареканий никаких нет, я насколько знаю. Так же получается? Люди работают, соответственно, и суммы там немалые, я насколько понимаю. И, в принципе, наши банки, я насколько вижу, вот сегодня, они с этим справляются. Для чего нам это здесь прописано? Здесь соглашение не предусматривает, что это в однозначном порядке такая процедура должна быть. То есть мы даем право выбора, либо работать в рамках действующего режима, либо в рамках создания филиала. В данном случае здесь не говорится о том, что мы запрещаем работать в рамках действующей системы. Это подтверждается проектом, который сейчас реализуется по аэропорту. О чем речь идет? Значит, данный проект сейчас, да, как функционирует? У них открыт, соответственно, счет в ЦМР, основной счет, и у них открыты счета в Гарантбанке и в Амробанке. Я объясню, в чем разница. Почему на данный момент не возникало необходимости приступить к процедуре открытия филиала или вырабатывать отдельные условия, да, потому что речь пока не идет о привлечении заемных средств. В данном случае инвестор строит пока сам и ни одного рубля не привлекает. А вы можете проверить. Сделайте депутатский запрос. Ну, может, кто-то ответит, Поэтому, отвечая на вопрос, да,
Эрик, отвечая на ваш вопрос, я поэтому говорю, что на данный момент эта система работает именно так, потому что пока не привлекается заемное финансирование. Теперь самое главное, почему есть необходимость рассмотрения такого варианта решения вопроса. Они, в принципе, могут и дочку открыть, им законодательство разрешает. Мы допускаем возможность открытия филиала, что, в принципе, раз речь идет о том, что иностранный банк может открыть здесь дочку, то, в принципе, как следствие можно рассматривать и филиал. Здесь особых жестких противоречий нет. Для чего в данном случае кредитная организация, которая может или потенциально готова финансировать проект, нужна данная схема? Объясню. Речь идет о финансировании крупных инвестиционных проектов не на территории Российской Федерации. Это один из главных вопросов. Второе. По установленным нормам и правилам привлечение заемных средств на получение кредитного портфеля в рамках реализации конкретного проекта определяется на условиях 30/70, где 30% это порог, который должен обеспечить в рамках софинансирования инвестор, и 70% это, соответственно, кредит. Далее, получая такой портфель, кредитная организация, подчеркиваю, речь идет о кредитных организациях с государственным участием. У них есть определенные требования и условия, так как в их, учредителях присутствует государство. При финансировании проектов не на территории Российской Федерации. Здесь возникают два обстоятельства. Первое – это безусловное банковское сопровождение таких проектов на территории государства, где реализуется данный проект. Чтобы обеспечить банковское сопровождение, должны обеспечиваться следующие условия. Заключается договор банковского сопровождения, по которому банк наделяет определенными обязательствами контролировать процесс движения денег абсолютно от начала реализации проекта до ввода в эксплуатацию объекта. Эта форма вытекает, в принципе, из международной практики и включает в себя следующее. Первое – это мониторинг расчетов с использованием отдельных счетов, включенных в периметр банковского сопровождения на следующих этапах. Заказчик, исполнитель 1, исполнитель 2 и последующие исполнители. То есть вся цепочка участников процесса прослеживается банком в целях сохранения контроля за движением денежных средств. Это то, о чем говорил Беслан Владиславович. Далее данная информация, она транслируется в интерактивной отчетности в режиме реального времени. И далее идет уже, соответственно, загружается сервис обосновывающими документами для того, чтобы банк мог проверить обоснование перечисления тех или иных средств. Далее формируется реестр платежей, который банком может одобряться для последующего финансирования. Далее, контроль целевого использования средств путем проверки документов и согласия на финансирование, и уже информирование заказчика о том, что банковское сопровождение прошло. Соответственно, это дает возможность банку, который предоставил кредит, сократить риски или практически исключить нецелевого использования средств до ввода объекта в эксплуатацию. Дальше включается норма, при которой при открытии счета в коммерческом банке, соответственно, специального счета, банк уже может контролировать этапы возврата денежных средств. Вторая форма покрытия рисков – это страхование. В чем здесь проблема? Да, мы могли бы сказать, нет, не нужно филиал, пусть будет дочка. Да, я скажу, да. Здесь речь идет о страховании. Вы знаете, что если финансируется банками с государственным участием, российскими банками с государственным участием, а инвестиционные проекты не на территории Российской Федерации, то рассматривается механизм страхового покрытия. Механизм страхового покрытия предусматривает обязательства по страховой сумме, которая должна обеспечиваться в размере от 50 до 90% стоимости проекта. Порог ниже 50 не существует, это 50 и 90. Соответственно, как инструмент в Российской Федерации есть, соответственно, при Российском экспортном центре такая страховая компания, как Эксар, которая, в принципе, в экспортных кредитах, условно говоря, обеспечивает покрытие страховых рисков.
Но здесь есть нюанс. Первое. В соответствии с законодательством Республики Абхазия, Российская страховая организация не может, значит, гарантировать страховое покрытие. Здесь, значит, соответственно, речь идет о том, что страховка должна быть предоставлена абхазской компании. У нас страховые компании с государственным участием. 51% принадлежит государству. Понятно, что мы не сможем в данном случае обеспечить страховое покрытие. Поэтому, и учитывая инструментарий 1 и инструментарий 2, возникает целесообразность удовлетворить данный подход, потому что он, в принципе, не противоречит законодательству, которое, в принципе, изначально допускает наличие иностранного банка на территории Республики Абхазия в виде его дочерней структуры. А если мы говорим о том, что мы, наоборот, делаем ему разрешение на филиал с ограниченным набором функций, на мой взгляд, мы таким образом только защищаем нашу банковскую систему. И я уверен. Был составлен проект статьи, где предусматривалось, что это финансирование будет идти через Абхазский банк. Мы с руководителем Национального банка этот проект обсуждали, в том числе и с вашим юристом. В общем-то, возражений не было. Я так понимаю, что ваша позиция претерпела трансформацию за это недолгое время. Это первое. Что, о чем идет речь, я упустил? Какой позиции, что мы понимаем? Мы вас приглашали на комитет дважды, согласовывали с вами позицию по статье 9. В принципе, вы с нами эту позицию согласовали, что можно и таким образом эту статью изменить. Это первое. Второе. Я предлагал бы банкирам все-таки дать слово, потому что они писали письмо. И здесь основной вопрос заключается в том, насколько от этого процесса может пострадать абхазский банковский сектор. Мы вокруг да около ходим, но никто об этом не говорит. Это основной вопрос. Благодарим за проявленный интерес. Было выслушано очень много интересного, полезного. Но я так думаю, что было бы как-то странно и нелогично, если бы мы тоже не сказали бы то, о чем думаем. Вопрос сводится к простейшему. Мы хотим оставаться. Мы не конкурентно способны по отношению к российским банкам, в том числе с государственным участием, и видим как бы опасность в том, что поначалу это будет ограниченный круг операций, дальше как бы они могут работать, и абхазских банков просто не будет. Мы хотим оставаться, мы хотим работать, у нас очень много народу служит в наших банках, и наша 30-летняя история, например, нашего банка, говорит о том, что мы в состоянии осуществить расчеты. У меня есть справка, если интересно, я бы ее зачитала бы, но да, вот справка по... Еще я хочу сказать, что там в некоторых телеграм-каналах было указано, что абхазские банки против соглашения. Хочу сказать, что мы хотим высказать свою позицию только по статье 9. В Республике Абхазия сложилась достаточно устойчивая по многим показателям успешная банковская система, способная оказывать весь спектр современных банковских услуг, включая организацию расчетов в безналичной форме для реализации крупных инвестпроектов, в том числе российскими юридическими лицами. В связи с этим непонятна целесообразность включения в проект соглашений положения, предусмотренных статьей 2, частью 2 статьи 9, в соответствии с которыми в целях обеспечения осуществлениями юридическими лицами расчетов, связанных с реализацией инвестпроектов, российские кредитные организации вправе создавать на территории Абхазии филиалы, действующие на основании специального временного разрешения Абхазии. Также следует учитывать, что для республики нашей, как и для любой другой страны, национальная банковская система является объектом стратегического значения, в том числе связано наличие законодательно установленных ограничений по размеру участия иностранного капитала в банковской системе Республики Абхазия, не более 60% к совокупному уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Абхазии. Представляется, что внесение столь серьезных изменений в действующий порядок функционирования банковской системы и организацию ее работы не следует проводить без веских причин, а также без проведения системного анализа возможных рисков и последствий принятия такого решения, без глубокой проработки вопроса с привлечением представителей банковского сообщества, независимых экспертов, специалистов, принимать такое решение нельзя. Соответственно, для дальнейшего обсуждения вопроса требуется
позиция авторов проекта, самый главный наш вопрос, с оценкой целесообразности принятия такого решения. Как ранее Кристина Константиновна отметила, 3 банка участвуют в реализации проекта, связанного с аэропортом. Я и раньше говорила, когда мы приходили, мы обслужили уже несколько миллиардов рублей, наш банк в частности. Что такое расчеты? Расчеты. Деньги пришли, деньги ушли. Для этого нужны компьютеры, техника нужна и нажать соответствующие кнопки. Существует такой норматив в соответствии с законом о Национальном банке. Банк Абхазии в статье 3 обеспечивает эффективное и бесперебойное функционирование системы расчетов, и статья 4 осуществляет надзор и контроль за деятельностью кредитных организаций и банковских групп. Мы можем обслужить большие миллиарды, соблюдая норматив, предположим, только мгновенной ликвидности. Этот норматив регулирует деятельность наших банков, в том числе по этому нормативу Банк Абхазии. Никакого отношения к капиталу этот норматив не имеет. Он говорит только о том, что норматив мгновенной ликвидности, если говорить простыми словами, это то, чтобы банк выполнил свои обязательства прямо сегодня. А по бумагам норматив мгновенной ликвидности регулирует риск потери банком ликвидности в течение 1 операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов к сумме пассивов банка. Это означает, что мы сегодня при потребности юридического лица открытого у нас обязаны осуществить расчеты в рамках его остатка по счету. Ну, я думаю, что, как я уже сказала, нашим банкам уже очень много лет, и весь наш опыт работы свидетельствует о том, что нормативы ни разу не нарушались. Например, при норме 15% норматива мгновенной ликвидностью по нашему банку 90% соблюдается. То есть мы готовы обеспечить расчеты. Ничего сложного в осуществлении расчетов нет. Если бы мы не смогли бы оказать какую-то услугу, например, это вопрос, связанный там, с кредитованием, там, еще с какими-то услугами, которые мы в большом объеме, которые мы не смогли бы сделать, тогда как бы я поняла бы целесообразность. Непонятна целесообразность, и мы хотели бы услышать, что именно абхазские банки не смогли бы сделать в рамках своей деятельности. Рассматривая предложение о возможности включения такой нормы в проект, не подвергал сомнению квалификацию, эффективность деятельности наших коммерческих банков, которые работают в рамках законодательства. В Абхазии не первый проект инвестиционный реализуется, аэропорт, у нас и другие проекты реализовывались, в том числе и компания «Роснефть», когда работала, без каких-либо проблем эти процессы шли. В данном случае речь не идет об обычной схеме перевода платежей. Речь идет, что если инвесторам привлекаются серьезные кредитные средства, банк, который данные средства будет отпускать на реализацию проекта, хочет их полноценно контролировать. И речь не идет о недоверии к банкам. Речь идет о контроле за юридическим лицом, который получит такой портфель на реализацию проекта. Поэтому здесь речь идет о периоде до ввода объекта в эксплуатацию. И именно, чтобы деньги, которые уходят на проект, они шли исключительно по его целевому назначению. А после они открывают счета уже в обычном коммерческом банке, и система работает так, как она работает. Здесь здесь как бы разные вещи, Эмма Борисовна. Это первое. И второе, это на этапе предоставления кредитного портфеля покрытие рисков. То есть, если банк видит, что он полностью контролирует движение средств, таким образом снижается риск неэффективного использования денежных средств. И здесь главным аргументом является то, что проект финансируется не на территории Российской Федерации. И это самый главный аргумент. Две вещи. Это то, что проект не на территории Российской Федерации, и речь идет о российской кредитной организации с государственным участием. Все понятно, просто хотелось бы одну простую ремарку. Вы уверены в том, что может ли уверен быть кто-либо в данной ситуации, что филиал банка с госучастием дальше не будет работать
как обычный банк, ему не расширят его функции, его все полномочия, и дальше банковская система Абхазии как таковой, они просто... Смотрите, Эмма Борисовна, здесь я отвечу на вопрос таким образом. А зачем российской кредитной организации иметь уже в последующем филиал, если она безболезненно может создать здесь дочернюю структуру? Дочернюю организацию не могут создать. Совершенно спокойно. Надо просто Конечно, они могут здесь, вот смотрите, вот гипотетически, допустим, что мы сейчас с вами сказали, вот нам не нужен филиал с ограниченными возможностями, они создадут дочернее предприятие, которое будет здесь, допустим, филиал «Газпрома» создадут, филиал «Веба», не филиал, а дочку. Есть законодательство, вот представьте себе, что сюда зайдет дочка крупной российской «Веб», «Газпром» или кто-нибудь, где государство присутствует. Оно будет и кредиты давать, и обслуживать всех подряд. У вас конкуренция не выше будет, чем сейчас мы предлагаем. Реализации данного проекта, что не будет актуально изменение определенного инструмента для исполнения данного проекта. Зачем его менять, если закон сегодня разрешает? Зачем его менять? Это реальность нам скажет, зачем его менять. Потому что сегодня, когда у вас... Есть такая норма, зачем ее менять? Какая норма у вас есть? У нас есть закон, который определяет, что сегодня дочка может быть создана любой российской кредитной организации. Мы что менять собираемся, объясните? У нас есть такая норма. Сегодня любой российский банк в рамках квоты может прийти зарегистрировать дочернее предприятие. Тогда в чем проблема? Тогда в чем проблема? Тогда в чем интерес нашего государства, когда мы даем и позволяем, скажем так, крупным игрокам заходить на территорию Абхазии и составлять конкуренцию местному бизнесу? Хорошо. Проекты, которые подпадают, а мы говорим, что проекты, которые подпадают под это соглашение, работают в рамках филиала с ограниченным набором. Несколько моментов, на которые хотелось бы обратить ваше внимание, прежде всего, с точки зрения практики международной, если мы говорим, допустим, о российском банкинге, да? С 1 сентября 2024 года, это та дата, когда в России разрешилось открытие филиалов иностранных банков. Только сейчас. Соответственно, все время до этого в России были иностранные инвестиции, были иностранные инвесторы, но филиалы открывать не разрешалось. Только сейчас, месяц назад, по сути. Но просто наша экономика, наш банкинг находится на разных уровнях развития. И если говорить о банковском секторе, я здесь говорю не только о активах, о возможностях, о кредитных портфелях, которые исчисляются десятками триллионов рублей. Мы говорим о банках, российских банках с госучастием. Я еще хочу обратить ваше внимание на финтех. Потому что касается финтеха, мы далеко позади. Не мне вам рассказывать, я думаю, многие из вас знакомы с мобильными приложениями российских банков, теми возможностями, которые они предоставляют. Соответственно, возвращаясь к главной теме, еще раз хочу сказать, что наше опасение вызвано тем, что, по нашему мнению, филиал на территории Абхазии российского банка с госучастием – это потенциальный финансовый монстр, и мы такой плотный, мощный плацдарм делаем для его создания. Да, сегодня есть 60% квота для того, чтобы создать условный банк, еще один, как ЦМР Абхазия, потому что ЦМР Абхазия, всем известно, это абхазское юрлицо, но по сути это дочерний банк российского банка с тоже другими возможностями. И для нас остается непонятным, почему в конце концов нельзя через него проводить эти же расчеты инвестиционные. Почему через Национальный банк нельзя проводить эти расчеты? Потому что если мы говорим о доверии, то Национальный банк – это лицо государства в финансовом секторе. Нет, открыть счета только там, чтобы они обслуживались. Зачем? Потом Национальный банк уже берет на себя обязательства. Георгий, вы о чем говорите? Национальный банк сам себе не учредитель, его учреждает государство. Зачем государство будет на себя такие обязательства? Скажите, пожалуйста, Российская Федерация с ее банковской системой зачем приняла решение о том, чтобы разрешать филиалам иностранных банков регистрироваться у себя и осуществлять деятельность? Как вы считаете, также какая основная цель? Обратить ваше внимание, что параллельно, буквально вчера были арестованы счета иностранных банков на 372 миллиона Это уже второй долларов. вопрос. Это санкции, они имеют
имеют другое следствие. Вы мне скажите, для чего Российская Федерация, имея свою банковскую систему и серьезные активы, для чего она это сделала? Вы можете ответить на это? Ну, это вопрос представителей российского банка. Для того, чтобы упростить транзакции между государствами. И не только. И не только. Вы представляете, это Российская Федерация на это пошла, а вы говорите, что нам это не нужно. Какие-то вещи, Кристина Константиновна, которые нам неизвестны, мы хотели бы услышать и тоже как бы выразить. Мы же вам говорим, что здесь речь не идет об обычных платежах в рамках системного финансирования любого проекта. Речь идет о привлечении кредитных средств на реализацию проекта и контроля за целевым использованием этих средств. И здесь речь не идет, еще раз говорю, о недоверии к банковской системе. Мы уже это прошли. Речь идет о контроле юридического лица, который реализует проект. Сегодня, как вот в случае с аэропортом, обслуживается, значит, инвестор обслуживался бы в наших банках, и чтобы эти наши банки зарабатывали. Но в случае том, что сегодня у нас, как здесь вот Кристина Константиновна преподносит, там нет заемных средств. Здесь у инвестора однозначно будут заемные средства. То есть, как я понял, 30 на 70, правильно? То есть, это, значит, кредитор хочет контролировать. Сегодня, значит, есть ситуация, когда у нас открывается филиал с ограничительными какими-то мерами. Инвестпроект может длиться в течение 5 лет, 10 лет и так далее. То есть и мы сегодня не услышали ответ на этот вопрос, какое количество времени будет длиться этот инвестпроект. На время действия соглашения. Срок ввода объекта в эксплуатацию. Срок ввода объекта в эксплуатацию. В данном случае там четко будет описано, что это там 3-5 лет в зависимости от масштабности проекта и срочности его. Ввели объект в эксплуатацию. Дальше эта норма не работает для них. Они переходят к вам. Еще раз говорю. Он может функционировать 25 лет, но это не значит, что он в филиале будет обслуживаться. Так, основная проблема, чего мы опасаемся, я не договорил, так не этой ситуации. Несмотря на то, что, значит, один подрядчик получил свое временное ограничение на выполнение своих обязательств в 5 лет, параллельно вот этих 5 лет может появиться какой-то сторонний... Минутку. Филиал открывается для чего? Филиал открывается для того, чтобы российский банк, который переживает за свои средства, соответственно, будет контролировал. Правильно? Правильно, хорошо. Дальше вот этот российский банк, соответственно, филиал, который здесь открывается, будет через наш национальный банк распределять подрядчикам определенные средства. Соответственно, значит, наша обеспокоенность вызывается следующим образом. То есть, исходя из того, что когда инвестпроект закончится, пока на протяжении времени идет один инвестпроект, может появиться следующий инвестпроект. Здесь сегодня депутаты, которые сидят, они принимают определенное положение сейчас на данном этапе. Но у всех есть определенные свои сроки, режимы работы и так далее. У нас нет никаких гарантий о том, что следующий созыв депутатов, который придет, не поменяет это соглашение и не даст возможности... Минутку. Не соглашение, а положение. Не поменяет положение действия филиала на территории Абхазии в полноценный. Значит, я вам отвечу и приведу к тому, что вы хотите сказать. Приведет в полноценное пользование, значит, банковских продуктов и так далее. Далее вы, соответственно, скажете то, что у нас же есть закон о том, что банк может зайти с 60%, правильно? Правильно. Так мы и переживаем, и не хотим, чтобы заходил, понимаете? У нас уже был... Объясню ситуацию. Сегодня ничего не ограничивает, но по факту сегодня в Абхазии уже был прецедент одной такой ситуации, когда зашел, ребята говорили, здесь СМР банк зашел со своим уставным капиталом, со своими следующими оборотами, которые несоизмеримы с абхазскими банками, вообще несоизмеримы. Соответственно, значит, когда приход их на территорию Абхазии почувствовал на себе каждый банк. Значит, если сюда зайдет российский банк, то у нас останется несколько коммерческих банков абхазских и этот российский банк. Да. Останется обязательно Сбербанк. Какой-либо из банков, вот мы дошли, смотрите, есть ситуация, при которой, Лаша Нукзарович, мы понимаем, что какие-то вещи, мы на них не влияем, не можем влиять, но мы просто высказали здесь, не драться пришли, а просто высказать свою позицию, если можно, с учетом того, что мы все заинтересованы в том, чтобы сохранить абхазский банковский бизнес в частности. Мы просто хотим услышать на какие-то вопросы, на которые мы не имели ответов. Кристина Константиновна, слава богу, нам как бы озвучила, какая-то часть для меня, правда, осталась с ответами.
Вот, если сейчас не побьют меня некоторые, хочу просто, я правда не понимаю, как бы, что происходит. Я хотела бы сказать, что Беслан Владиславович хорошо знает механизмы контроля, как защитить деньги, те или иные инвестора, кредитора, не давая этим деньгам пойти дальше в ход. Есть халдирование этих сумм, есть четкий контроль. То есть вот то, с чего начал Георгий. Ради Бога, это мой вопрос, а не предложение. Я хочу, чтобы это все поняли. У нас есть курс-счет, а если Нацбанку это делать нельзя, ну, во-первых, ему это делать нельзя еще и потому, что он юрлиц по закону не может обслуживать. Вот мы, имея, допустим, корреспондентские счета, мы же тоже клиенты этих банков, правильно? Приходят деньги от инвесторов, до инвесторов пришли деньги от кредитора, правильно же? Эти деньги не выпускаются вообще никак. Они там контролируются и четко, очень серьезно мониторятся. Если все это будет осуществлять вот этот банк, у которого мы держим счет, что? Кто мы украдем? Куда мы денем? Это банковский, это можно прописать все это. В этом соглашении именно в сфере банковского регулирования ничего, конкурентов вам создавать никто не собирается, ваши счета и контрагентов никто забирать не собирается. Тот филиал, который открывается, он не будет оказывать банковские услуги никому.